Как я уже говорил ранее, некоторые братья сегодня, к сожалению, слабы на историческую память. Есть вещи, которые они либо помнят смутно, либо забывают о них вовсе. И вот уже 15 лет мы раз за разом показываем им эти видео. Это не мои слова. Это не слова редакторов нашей передачи. Это их собственные признания. Что ж, давайте посмотрим эти видео. Насколько же они наглые? С ними сотрудничали в Ираке, с ними сотрудничали в Афганистане. Исполнялось каждое поручение их командования. А затем пришел этот Буш и нагло заявил: Иран — это ось зла. После всего нашего сотрудничества, насколько же они наглые? И вот это говорит никто иной, как Ахмадинежад. Ахмадинежад — бывший президент Исламской республики Иран. Он признается, что они сотрудничали с американцами как в Афганистане, так и в Ираке. А теперь послушайте, что говорит их бывший президент. Саддам был нашим врагом. И мы также были заинтересованы в его устранении. Я сказал: приходите и проделайте с Ираком то же самое, что сделали в Афганистане. Но только чтобы на этот раз это было в формате 6+6. 6 соединений Ирака, плюс 5 постоянных участников Совета Безопасности, одним из которых будет Америка. Вот так, открыто и без стеснений он заявляет: мы сотрудничали с вами в Афганистане. Теперь давайте же устроим то же самое и в Ираке. Почему же нельзя смотреть на Иран как на ту же силу, которая смогла решить все эти проблемы? Какие проблемы решил Иран? Вторгся в Афганистан, вторгся в Сирию, или, может быть, вторгся в Йемен и Ирак, захватил земли мусульман и отдал во власть неверующим? Вот какие достижения у Ирана на самом деле. Эти заседания прошли в Нью-Йорке и Женеве. Иранцы выразили готовность предоставить любую помощь, чтобы обеспечить успех военной кампании США. Иранские генералы пришли на заседание и выразили готовность сотрудничать с Америкой в войне против Афганистана и Ирака. Иран был готов безоговорочно работать с Америкой, и, честно говоря, это событие имело потенциал к трансформации ирано-американских отношений. Иран был готов безоговорочно работать с Америкой. Вы только посмотрите. Талибан был нашим врагом, также и американцы считали их своими врагами, поэтому свержение правительства талибов в наивысшей степени сыграло на руку Ирана. В 90-х Иран помог Америке свергнуть Талибан, и все страдания, которые на протяжении 20 лет терпел народ Афганистана, для них попросту не имели значения. Затем они же начали сотрудничать с пришедшими во второй раз к власти талибами. У этих людей нет ни совести, ни чести, ни пророка, ни даже Аллаха. У них есть только представление о личной выгоде. Посмотрите, что говорит заместитель министра иностранных дел того времени. Мы видели это так. Если Америка захочет что-то сделать, то она должна это сделать вместе с Объединенным фронтом союзников Ирана. Для проведения кампании в Афганистане Америке нужно объединиться со странами-союзницами Ирана. Для нас был очень важен вопрос о будущем Ирака. В связи с этим мы внимательно отслеживали обстановку в Ираке и в Афганистане. И в самом Иране находились большие силы и выдающиеся личности, которые могли бы возглавить будущий Ирак. Сами афганцы говорили, что в Афганистане даже бомбить нечего. Вся страна уже лежала в руинах. Во время вторжения американцы говорили: вот, они скрываются в своих пещерах. Потом они принимались бомбить эти пещеры, уничтожали все в округе. Однако все это не приносило им пользы. На одном из этих заседаний присутствовал высокопоставленный военный Ирана, который в подробностях объяснил им внутреннее устройство Афганистана. Он говорит, что если бы не они, то кампания американцев не была бы успешной, ведь один из иранских военных проконсультировал их по поводу того, каким образом они смогут одержать победу в Афганистане. Он ударил руками по столу и сказал: у нас есть много что сказать по этому поводу. Однако мы не продвинемся дальше по этому вопросу, пока атаки не будут осуществлены. Один из уполномоченных иракских военных ударил руками по столу и своими словами выразил готовность к любому сотрудничеству с Америкой по вопросу вторжения в Ирак и Афганистан. И затем начал указывать на карту, говоря, что американцам следует начать с севера страны. Иранский генерал сказал им, что у них достаточно информации, которая может способствовать успеху американцев в Ираке и Афганистане. Только посмотрите. Тут вам и признание самих президентов Ирана, и признание их американских партнеров. Относительно сотрудничества по ситуации в Афганистане нужно также сказать, что они, то есть Иран, принимали в этом участие. И это достаточно хорошо известно. Иран был ключевым игроком региона, и это привело нас к решению прибегнуть к их помощи в свержении Саддама. Саддам Хусейн представляет собой опасность безопасности Ирана, Кувейта, иракского народа и мира в целом. Это слова бывших высокопоставленных чинов США и Ирана, которые являются доказательством сотрудничества американцев с иранцами в оккупации Афганистана. Более того, они чуть ли не с гордостью говорят об этом. Мы уже неоднократно говорили на эту тему. Тем не менее, я решил освежить вашу память, чтобы вы не забывали их преступлений. И сегодня мы видим, как этих преступников терроризируют те же американцы и сионисты, которым они сами еще вчера помогали оккупировать земли мусульман. И мы ведь не говорим о пустяках. Только вдумайтесь, больше 1 миллиона человек было убито в Афганистане. Больше 1,5 миллиона человек было убито в Ираке. По причине тех событий, в которых Иран принимал активное участие. Более миллиона иракских детей погибли из-за отсутствия вакцин, из-за плохого питания, из-за отсутствия своевременного лечения болезней. И Ирак, некогда являвшийся богатейшей державой региона, ныне доведен до крайне плачевного положения. И режим ахундов играл в этом ключевую роль. И сейчас мы видим недалеких людей, которые приходят и говорят: сейчас не время для таких разговоров. Мы должны быть на стороне Ирана. Пусть Аллах проклянет и тебя, и твой режим ахундов. То есть как это мы должны все забыть? Как я могу вот так забыть, что по причине их сотрудничества с американцами тысячи моих сестер терпят унижение и притеснение в тюрьмах Ирака сегодня, и встать на сторону Ирана? Что за глупость? И, к сожалению, сегодня мы наблюдаем картину, как многие из тех, кто причисляет себя к людям знания и призывающим к религии Аллаха, заблудились в этом вопросе. Складывается впечатление, будто у этих людей отсутствует разум, будто они окончательно утратили свои честь и престиж. Например, в интернете я видел одного такого ихвана. Он говорит: сегодня нет места вопросу о суннитах и шиитах.
Вместо этого нам нужно объединиться около притесненного. В этой связи у меня возникает к нему вопрос. Уважаемый, где были вы и Джамаат Ихван, когда еще недавно народ Ирака находился под притеснением? Почему во время вторжения и оккупации американцами Афганистана не стали занимать сторону талибов, с которыми у вас, разумеется, есть идейные и политические противоречия? И тем не менее, по вашей логике, в то время они были притесненными. Почему же вы не стали на сторону притесненного, а наоборот, стали на сторону оккупантов? По той причине, что партия Ихванов и ее видные деятели в свое время получили сильную помощь от иранского режима аятол. И сегодня они должны расплачиваться услугой за услугу и выполнять все, что им скажет их рафидистский хозяин. Меня удивляют эти люди.